потухло. Так. Доброе утро, да? Доброе утро. Ох, утро вообще обалденно доброе. Выспались сегодня, печка потухла. Холодина в избушке, но зато не жарко, зато выспались. Санек, наверное, самый балдежник, блин, между нами спал, наверное, всех теплее, да, Сань? Ага. Между двумя горячими парнями. Так, и что у нас по температуре? Окна уже замерзли. Так. Приблизить, не приблизить. Ага. Температура в избе 8 градусов. А на улице минус 32,4. Потеплело. Уже не минус 36. Это очень хорошо. Так. Вот такая вот зима у нас за бортом. Так, ну и что, надо готовить что-то позавтракать, наверное, да? Да. И вперед из песни. А на завтрак у нас сегодня будет вот такой вот борщец. Сварганили по-быстрому борщец. Да сейчас уже берем. Все, поменяли скатерть-самобранку. Сейчас мы будем кушать, завтракать и вперед. Немножко температура поднялась. Как мы видим, минус 30 градусов, на улице 31. Зато в избушке 38 градусов уже. Теплынь. Но мы все равно поедем. Быстрый перекус. Нет, плотный завтрак и на речку. Майонезик капнем? Майонезик? Туда не надо. Нет, да, скиснет потом. Весь-то не надо. А скиснет, сейчас наша желудка скиснет. Столько не сидим же. А? Столько же не сидим. 2 литра не сидим? Ну, хотя время обеда может. Ну а что, куда в такой мороз идти-то, блин? Мы сейчас околеем. Так хоть выйдем на часика 3-4. Нормально. Утренние процедуры просто затянулись долго. Обжег. А, вчера обморозил, сегодня обжег, да? Да, я такой горячий не могу есть. Ну, подожди, мы сейчас калиной опустошим. Так, немного подискутировали, какой сегодня у нас будет завтрак. Разногласия были по поводу яичницы. Потом поступила идея согреть вот перловую кашу с мясом. Ну а потом все подумали, я решил, что лучше горячего борща с утреца ничего не может быть. Так что сегодня у нас день борща. Вчера поиграли в картишки. Кто проиграет, одну стенку закидывает. Второй проиграл, вторую стенку закидывал. Санька у нас постоянный дурак, блин, всю стену, всю избу закидал. Туда-сюда бегает. Я говорю, да хорош, заходи уже, поиграй. Сегодня будем играть на крышу, да? Ну крышу ты что, я там уже все Проиграл, скинул. одну сторону скинул. Там уже осталось. Нет, тут пусть остается, оно прижимает, да. Потому что вчера вот, когда выходили на улицу, свет в некоторых местах аж видно было, потому что то, что крыша, снег был на крыше на козырьке, его вот так вот задрал, избу поднял, и она отошла от бревен. Мы, считай, снег упали, она встала на место, но местами уже появились щели. Мы законопатили ее, как бы, нормально. Теперь тут законопатили, там закидали, и в избушке уже заметно теплее, вон уже 41 градус. Так что мы не только рыбачим, мы и как бы потихоньку облагораживаем наше жилье. Ну, в день выезда будет уже все культур-мультур, наверное. Да? Хороша Капова пещера. Хороша. Пещера. Спалось от Каповой пещеры, мама, не горюй. Выспались. Зато сегодня выспались. Да. Вчера всю ночь. Вчера легли спать, когда будильник заорал в 6 часов утра.
пора просыпаться. Мы только легли спать. В итоге в 8-9 проснулись. Получается, поспали часа 2 всего. Естественно, мы были вчера уставшие, сонные, не выспавшиеся. А сегодня, вчера во сколько? Часиков 10 уже, да? Хлоп. В 11, наверное. В 11 легли. Санек вот вчера ночью березу одну подложил. И печка шаялась. А утром, наоборот, прохладно. Вот было 8 градусов, считай. Там, здесь, наверное, было где-то около 0. У нас на нарах. А в спальнике нормально, считай. В спальнике комфортно вообще было. Потому что, когда жарко, тоже не очень выспишься. В спальнике комфортно было. Спальник — это сила. Но я пробовал вот это... Северный путь, который спальник-то у меня на бараньем меху, минус 30, который везде невозможно. А слишком жарко? Невозможно, жара просто, ты потеешь. И даже я потом просто расстилал его как матрас, как на одеяло. Ну ты же на плоту уже спал там. Ну, там 0, минус 2 вот где-то было, на плоту я спал, в трусах одних нормально было. Она от дождя там не пробалонена до улицы? Немного есть, потому что я когда первый раз нес ее, я не удержал, она у меня упала в воду упала на озеро, считай, болото. И парусом и ветром еще унесло ее, черт знает куда, метров 15. Плыла она у меня. Палатку принес, от воды отряхнул и расправил, сухая. Я говорю, потому что для улицы это должно быть, чтобы немножко, если ты под открытым небом спишь. Так что как-то вот так. К бою готово. Накидываемся энергией и вперед. Вперед за поклевками. Вперед за красивыми моментами. Дай бог, чтобы все это было. Потому что погода у нас сегодня просто шикарная. Встречаемся на реке. Весной уже пахнет, да? Ну да, если с окна. Все равно солнце уже греет. Солнце тепло уже. Солнце светит, но не греет. Почему? Нет, ну, если лицом к солнцу, тогда немножко уже есть. Так уже на темном оттаивает уже нормально. Хорошо. Так уже сколько можно? Через неделю уже весна, март месяц. Сегодня 20 или 21 у нас? 21. Сегодня 21. 21. 20... Ровно неделя осталась до марта месяца. Так что скоро будет такой кадр, что мы все вместе дружно скажем: да здравствует весна. Это будет скоро. Так, дождались более-менее комфортной температуры, минус 28 градусов. И выезжаем. Так, камеру взяли, все взяли. О. Все нормально, бук завелся? Ну, нормально, хорошо. Так, ладно, все, погнали. Опарыша взяли все? Опарыша взял, да, все. Все, Господь благословен. Дело повесь, Серега, сразу. Да, пусть дышит. А повесь. Уже не будет. Так, грейся пока, избушечка. Вон. Снег-то убрали отсюда. А то, что снег был, вот ее избушку приподняло, получается. И вон везде щели, вон тепло выходит, получается. Это все надо конопатить. Вон вчера обкидали полностью вон избу, низ. И вон, видите, вот верхняя, все. Везде зайчики. Это получается тепло выходит вот здесь. Вот тут вот законопатили, рука пролезала полностью. Вот на будущее, если с навесом таким избушки кто строит, надо вот сюда вот поперечину ставить. Потому что тем более вон нижнее бревно есть. Вот сюда и сюда поперечину, и оно уже не будет прогибаться. А так вот тонна снега здесь лежала. Вот. Вчера убрали, а все уже, бревно вон привыкло. Ну хоть сейчас вот не будет дальше поднимать. Вот по этой причине там ту сторону и как бы не убрал снег. Пусть хоть
Может, придавит обратно на место. А здесь уже все, сейчас уже март месяц. Хоть и будет снегопад уже, не выпадет все равно столько снега, сколько было. В чем дело? Дай дерну. Саш, дай дерну. Сглазили, что ли, блин? Не-не-не, сроки-то замерз, я... А? Готов? Рывок, да? Что, ты пошел? А, не едет? Еще раз. А, какие замерзли. Замерзли катки. Садись, Саня, садись. Я пешочком. Выбрали самый пологий участок, потому что там очень крутой спуск везде. Пробили дорогу и нормально. А так, как-то помню, на своем урагане я по этому крутому спуску спустился, нехило кувыркнулся. Спускаться-то еще ничего, подниматься тяжело. Изба находится на очень высокой горе. А река намного ниже, так что если здесь в избе сверху температура минус 29, то там по-любому уже градусов на 5 холоднее в низине. Это все высокая-высокая гора. Вон она наша избушечка. И вон она там далеко-далеко, в низине, река. Уже прохладно. Вроде двигаешься, уже чувствуется, что целый день с утра до вечера невозможно, тем более с утра было за 30. Из-за этого как бы подождали, пока солнце поднимется повыше, чтобы было хоть немного комфортнее рыбачить. Солнце все-таки немного уже греет. Все. Теперь на реке подцепляем второе корыто. И вперед. Сегодня не будем рыбачить по старым местам, потому что смысла нет, старые лунки все равно промерзли на таком морозе. А сразу чухнем на дальние рубежи. Санек упал. Чего она, ты свалился? Хотел встать с этого корыта, чтобы на речку не выйти, не плюхаться. И зацепился ногой за корыто и бля. Ну ты даешь, так же прокатился бы, да и все. А что ты плюхнуться, боишься, что упадешь? Нет, с этого не скидываю, Я думаю, что валяешься? А я тебя жду, что ты мне помог понять. Ты что идешь, да? Ну ты даешь, так же бы доехал нормально, все, тут уже не крутой спуск. Ну тут не такой же крутой. Тут и нормально. Конечно. Здравствуй, река! К вам пришли 3 рыбака. Ой, душа радуется, душа поет. Хо-хо-хо! Красотень, солнышко. Ну вот это наша райская природа. Вот оно, наше северное солнце, которое уже начинает греть. Красота. Вот только вот наслаждаться этой природой уже здорово. Не говоря уже о том, что там рыбалка, поклевки, все второстепенно. Я уже от этого получаю огромный кайф. Да.
За 3 недели ты, Серега, успеваешь соскучиться, да? Да. От перемены мест слагаемых суммы меняются? Что, специально попробовать, насколько промерзла лунка вчерашняя. Воду брали. Сантиметров 10 где-то замерзла за ночь. На, тебе-то это. Так, ну чё? Пакуемся и едем до первой поклевки. Камеру выключаем. Это пока она темная была, ой, теплая была с избы. Поснимал. Теперь надо ее убирать и в тепло, чтобы не садилась. Ну чё? Сережа, все готово, в принципе. Так, ты ключи по навигатору-то. А, точно, навигатор же надо включить было. Сегодня будем рыбачить по твоим местам. Да. Сегодня будем рыбачить по твоему навигатору. Точно, точно. Дальняя поездка пока отменяется. Точно пару мест надо проверить, которые давненько уже не проверяли. Включаем GPS-навигатор. Надо сейчас он пока спутники поймает туда-сюда. Так что перекурякай пока. Спутники лучше на неподвижном поймать. Так. А я читал в комментарии наоборот, говорит, это двигаться лучше ловит, говорит. Да? Допустим, стрелочку вот не поймаешь, да, у меня на навигаторе. Я специально смотрел, стрелочка не туда указывает. Говорит, шевелитесь с места, просто идите. Ага. И говорит, она сразу это. Ну это новые, может быть. У меня-то навигатор, знаешь, какого года? 8-го года, они первые тогда еще появлялись. Я его за 10 тысяч в Москве заказывал. Тут они вообще бешеные были. Потом они упали где-то до 6,5, наверное. Этот Вентура у меня. Гармин, тут у меня карта еще записана. Вон, ни одного спутника. Он насчет этого тугодум. Очень медленно работает. Но дальше той большой ямы-то. Нет. До нее, да? Тут на плесах, ровных плесах. Между перекатами ровные плесы. Он поймал 4, 5, 6, 7. 7 спутников поймал сейчас. Конечно, у нас они тогда, не знаю, может и не было. Я говорю, в Москве заказывал у знакомых родственников, они покупали в магазине. Древний как мамонт уже. Мадеин. Тайвань. Ну вот и первый обуренный участок. Вот такой вот мелкий каменистый плес. Как бы рыба здесь постоянно бывала. Раньше на навигаторе у меня отмечена эта точка как уловистая. Ну вот первые 10 пробуренных лунок. Пробуем. Санек уже успел кончить 2 пары ножей. Сначала старые кончил, потом поставил новые. И опять совершенно новые ножи. Вон на первой же лунке захерачил кончики. Но они побурят еще немного-то. Побурят, да. И ни одной поклевки. А пока тишина. Так что вон лунки сразу замерзают у нас. Не будем сильно много тратить времени здесь. Значит, рыбы нет. Или она не хочет есть. Но если бы она была, здесь она клюнула бы. Обычно здесь раньше всегда поклевывала. Штук 10-15 на этом месте. Тут глубина небольшая, буквально сантиметров 20-25 подо льдом. Ну такие камни здесь. Там вот перекат, там перекат, а здесь вот каменистый плес, и здесь как бы орёс поклевывал. Но пока тихо. Тишина, ни одной поклевки. Так что еще 5 минут буквально пройдемся по всем луночкам пробуренным уже. И дуем дальше. И вот это случилось. Гляньте сначала на кивок. Как он вот изгибается. Думаете, что он изгибается? Просто так, что ли? От своего веса? Вот, во. Клюет, клюет, клюет. А кто у нас клюнул? А у нас клюнул вот такой вот красавчик. И это начало. Начало есть, продолжение будет. Начало поставлено. Санек, Серега. Первый десяток пробуренных лунок. Первое место и первый хариус.
Отличное начало. Не сразу, но все-таки выдолбили. Бурили там, бурили тут, и все-таки он хапнул. Так что пробуем дальше. Так, ну что, продолжение будет? Нет? Он же не один там плавал. Или один? А, нет, 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 еще есть. Есть еще рыба в этой луже. Есть еще рыбка. Была очень такая еле заметная поклевка, но была. Вот он, видите? Вот она. Сейчас попробую заснять поклевку, если получится. Так, дно. По дну постучали. Немножко оторвали. Оп. Не получилось. Но это, походу, мелкий. Хотя иногда бывает и крупный так клюет. О. Это Васек. Это Васечек. Иди, Васечек, дружочек, в родную стихию. Ты нам, друг, совсем не друг. Зови папу, маму, бабушку, тетушку, да пожирнее. Чул, о, красавчик, да. Скажи, там есть еще там рыба подо льдом. Это батя у меня всегда говорил, что когда рыба начинает биться там в капоте, в ведре, рыба говорит, есть еще там рыба в реке. Так что все. Чем плохо рыбачить в мороз, это не выставишь много удочек, все замерзает напрочь. О, еще поклевка была. Еще была поклевочка. Я уже собирался было уходить, но была еле заметная поклевочка. Но это, скорее всего, опять Васек. Неужели это тот же, который я отпустил? Раз. Вот так вот по дну постучали. Там у меня снизу тяжелая мормышка вольфрамовая. И вот еле-еле отодвигаем, от дна отрываем. Все. Или вот ложим на дно и шевелим. Мормышка на дне, а двигаю только верхней нимфой, чтобы она как бы имитировала, что какой-то там червячок, паучок, манянтойчик. Опа, была поклевка. Проморгали. Ну, это, походу, тоже мелкий. Опа. Зацепились об лед. Вот. Да ёшкин кот. Это чуть больше Васечка, но все-таки Васечек. Сантиметров 20, наверное. Так что пусть идет и гуляет и этот хорез. Это не тот размер. Я как-то ориентируюсь не по правилам, а по своим правилам. Вот, еще поклевка. 20 сантиметров. Это вот так вот. Вот так вот у меня 20 сантиметров. Вот этот хотя был 20 сантиметров, но не больше. А так, если сантиметров 22-24, я их беру уже без зазрения совести, потому что это уже нормальный размер. Потому что вот средний размер, вот такой, это уже считается очень хороший размер. Как бы крупный. Это для наших рек, это уже крупный хорез. Бывают, конечно, и килограммовики, но очень-очень редко. Очень редко. У меня на этой реке рекорд кило 300. Пару штук было кило 100. Штук 10-15. О, есть поклевка. Штук 10-15 были грамм по 900-800. А в основном, вот, по нарастающей идет. Ну, этого мы уже, наверное, возьмем на жарехочку, да, такую? Сантиметра 22 где-то, наверное. Не 28. Но его уже можно забирать. Стайка, видать, подошла. Оп. Еще поклевочка была.
Это уже радует. Это уже радует. Хотя вот сначала пришли, да, поклевок не было. А потом, видать, или подошли откуда-то, или что, я не знаю. Вот. Так что если с первых пробуренных десятка лунок нет поклевок, это еще не значит, что надо отчаиваться и разворачиваться и уходить. Видишь, они бывает и подходят. Вот так вот по дну постучали, постучали. Нижней мормышкой тяжелой по дну постучали. Стук привлекает рыбу. Верхняя там болтается в толще воды. Иногда срабатывает. Но не всегда. Вон. Вот. Есть поклевка. Еле заметная. Так что с активностью рыбы у нас еще не очень. Это еще не весна. Вроде и берет, но еле-еле, два. Или он мелкий просто. Ну ладно. Ну-ка, попробуем поактивнее вот так вот потрясти. Раз, и остановили. Немножко оторвали от дна и остановили вот так вот. Не хочет. Ну и ладно. Не хочешь, как хочешь. Выключаемся, а то у меня на таком морозе весь аккумулятор сядет. Может, что интереснее еще будет. Ну-ка, давай. Бей. Бей. Не стесняйся. Да, короед бы был, он бы, наверное, не устоял. Короеда они любят. Все-таки надо будет сушуну сегодня пильнуть, да, на завтра, и короедов хоть поискать. Все, рекламная пауза. До первых поклевок. Так, друзья, у меня опять поклевка. Нормальный бы рыбак сразу быстрее кинул удочку. А ненормальный рыбак, типа который с камерой, чтобы запечатлеть поклевку, быстренько поднял удочку. Быстренько включил камеру, чтобы запечатлеть эту поклевку. Но на это быстренько ушло около минуты. И в итоге, походу, я Хариуса проморгал. А поклевка была. Так. Тем временем у меня без камеры была еще одна поклевка. Вот к этому у меня здоровячку прибавился. А, я же показывал точно, я забыл. Вы же все это видели. И у Сереги, да, был один еще? И сейчас был у Сереги сход. Говорит, ушел хороший. Не успел, говорит, подсечь. Только находил глубину и удар был. Так что Хариус есть. И получается, у него сегодня нет аппетита. Берет еле-еле. Вот. Поклевка была. Он не укололся, ничего. Я сразу же убрал, включил камеру, чтобы показать вам. И вот. Уже ничего интересного. Так что или ловить, или снимать. Одно из двух. Есть один. О! Второй уже. Ну не зря мы здесь остановились. Уже 4 штучки поймали. Потихоньку. Смотришь, так и наберется что-нибудь. Но уже начал остывать. У меня руки начали что-то здесь даже замерзать аж. Надо или буриться, или что. Ладно, все. Не хочешь, как хочет. Выключаемся. Итак, мы опять, друзья, на новом месте. Все пытаемся искать, бурить. Что-то не очень. Сделаем короткое включение. Вон. Читаем следы. Вот это вот лосиный след, старый. Он прошелся лосик. Следы лося. Вон ту сторону. И вон, пожалуйста, совершенно свежие следы. Волчьи следы.
пошел по лосиным следам. Вот лось прошелся тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук туда. И он, пожалуйста, за ним сразу же волчара. Упорно, монотонно преследует его. Вот, мы остановились здесь. А лосиные следы и волчьи там метров через 100, наверное, или дальше, да? Влево ушел лось, и за ним сразу же и волк, да, пошел? Серега? Вон. Туда дальше идет. Ну а мы продолжаем бурить, искать. Вот этот волк, то, что вот преследует лося, рано или поздно его догонит. И как бы то ни было, но он добьется своего, он его по-любому загрызет. Потому что голод не тетка, а у того силы не бесконечны. Так, ну а мы тем временем продолжаем буриться и буквально по 1 минуте на каждую лунку, не больше, уделяем здесь течение типа переката, даже не плюс, а перекат, потому что 2 раза я уже отцеплял нимфу свою ото льда, уносит туда. Но здесь как бы тоже точка у меня отмечена на навигаторе. Если у меня отмечена точка, поставлена рыбка, значит здесь рыбка реально клевала. Рыбка здесь есть. Но походу сегодня не клевый день. Поднялся ветер, небольшой пока, но уже на таком морозе ощутимо. Если вчера ветра не было, было комфортно, то сегодня уже прижигает. Приходится вон в перчаточках все делать. Ну все, ждем поклевок. Я ее увидел, это была поклевка. Сначала мне думал показалось, но это была реально поклевка. Но может быть он укололся, потому что я сначала остановила, подернул, тук, потянул так вниз. Если вчера брала без проблем, то сегодня он выеживается. Сегодня, видать, не клевый день. Но рыба здесь была. Рыба здесь была, я ее видел. Это была не просто поклевка, это подтяжка, можно так сказать, даже было. Хариус такой, грамм на 200-300 был. Но он не хочет брать. Так что это еще не факт, что здесь рыбы нет, она просто сегодня не хочет брать. На обратном пути, если что, можно будет еще остановиться сюда. Может будет вечерний клев, не знаю. Не хочет. Второй раз рыба не хочет. Видать, укололся. Не получилось. Не получилось у нас опять же заснять поклевку. Не густо у нас сегодня поклевками. Рыба есть, она себя показала. Но сегодня у нее, походу, не клевый день. Походу, они сегодня на диете. Не хотят. Ну что, вот очередное место новое. Пробиваем целяк уже. Клевое место. Пробурены первые где-то около 10 лунок. И досадная. Не то чтобы сход. Вот есть удочка, а мормышки уже нет. Был хороший кабанчик. Не выдержала, к сожалению, леска. Секунд 15, наверное, борьбы. Не получилось завести в лунку. Хлоп. Ну, не 15, 10 где-то поборолся. Он даже не пытался влезть в лунку. Он просто уперся и сказал, что пошел нафиг с Новым годом. Так что достаю вторую удочку сразу же и иду пробовать. Так, вот на эту попробую. Вот что я сразу с этой не пошел, а? Поклевок нету, я достал более нежную такую снасть. Более с тонкой леской. Одинарная мормышечка такая. Вольфрамовая маленькая, которая, в принципе, выручала всегда, когда даже не клевала. Все замерзло. Досадный, обидный сход. Ну, хоть почувствовал.
Успел немного кайфа поймать. Сопротивление. Опарыши напрочь замерзли. Ладно, пробуем. Я не думаю, что он возьмет второй раз. Обычно такое бывает очень и очень редко, но может быть рядом был второй. Надежда на то, что он был здесь не один. Так, где у меня вторая перчатка? Вот она. А здесь их было хотя бы как двое. А взял бы, я не сказал, что он так ударил. Он подкрался, так раз, немного шевельнул, и я его подсек. Нету сегодня активности у рыбы, походу. Он уже сделал чимбу куда-то, сдрыснул. Сейчас просто надежда, что он где-то рядом может взять кому-то. Надо обурить это место и порыбачить. Так что, наверное, здесь все-таки Чайковского попьем. Может быть, успокоится, да возьмет еще. Вот это была бы... Оп, это что было? Или я куда-то зацепился, или это была поклевочка. Нет такого, чтобы бам! Неактивность. Что-то не так. Видать, погода собирается опять поменяться. Поднялся ветер. Может быть, потеплеет, не знаю. Но не сегодня и не завтра, это точно еще по прогнозу не было потепления. Ладно, попробуем еще этой лунки. Опа! Первый лед уже не держит, вон. Проваливается. Оп, есть. Вот он. Есть. Нет, скадан. Но это не тот. Тут даже близко рядом с этим не стоял. Этот вообще легко выпрыгнул. Снимает, да. Этот был раза в 3 как легче даже. Тот сопротивлялся, конечно, капитально. Он даже в лунку не влез. Этот заскочил нормально. Он сначала чук. О, Йенсекадан, второй. На нимфу. Этот взял на нимфу. Йенсекадан. Так, ну-ка. Будет, нет продолжения. Оп. О, это Васечек. Иди гуляй. Васек нам не нужен. Так, руки замерзают. Сразу надо перчатки хотя бы одеть. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Ой. Меня спрашивают, почему у тебя руки не мерзнут? Как не мерзнут? Конечно, мерзнут. Я же тоже сделан из плоти и крови. Я же не робот. Не знаю, сколько выдержит аккумулятор. На таком морозе, тем более он у меня в кармане включался случайно. И минут 15 снимал в кармане, я не знаю что. Заметил. Давай, наливайте. Что, Чайковского хапанем? Ну вот это уже было немножко
Интересно. А до этого сколько вот 2-3 месяца пробовали? Ни одной поклевки. А, Санек поймал одного, да, там? Мы не снимали вроде бы или снимали, не помню. Санек поймал на одном месте одного и все. Как бы тоже на продуктивном месте вроде как. Все. Леска застыла. Вот эта леска бы выдержала того легко. Это у меня леска 3D. С тестом. Не помню сколько тестов у него. Но нормально. 0,16 леска. Она бы выдержала. А у меня там было 0,14 леска на той удочке. И она, к сожалению, просто лопнула. Вроде сильно не тянул, пытался завести его в лунку, но, к сожалению, не получилось. Ладно, пока выключаемся. Пойдем попьем Чайковского. Куда ты? Ёшкин кот. Че, поймал? Он повис у него. Чуть в лунку не упал. А, Серега обрубился. А, потихоньку, может быть, наскребем. Хотя рыбачить нам осталось уже совсем немного. Солнце уже село, часик максимум и все. Ладно, включаемся. Ну что, друзья, в наших рядах опять пополнение. Вот там вот сошел у меня кабан. Здесь я поймал 2 штуки, клюнуло, и одного отпустил. И вот новая пробуренная лунка. И опять 2 хариуса вон. Когда спешу одеть камеру, чтобы, дай бог, увидеть еще одну поклевочку. Дай бог, чтобы... В общем, одного поймал. Ставлю удочку, чтобы одеть камеру. И сразу же последовала вторая поклевка. Ну, буквально одного за одним вытащил обоих. Вон такие 2 красавца. И теперь я уже не понимаю, если они так активно берут, может быть, действительно местами их нет, да? Серега? Ну, а вот попали на необловленный. Ну, как необловленный? Здесь никто после нас, что 3 недели назад были, никто и не ловил, в принципе. О, Серега обрыбился. Нормально, хорошенький такой же. Новая лунка, да? Вон, видишь, новая лунка и... Короче, в общем, надо бурить, бурить и бурить. Только в бурении счастье. Ай-яй-яй-яй, как рукам-то холодно, холодно, холодно. Так, ну что, пошли дальше. Это уже очень хорошо. 1, 2, 3, 4, 5. 5 штучек. Отлично. Давай, 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 давай. Пошел. О, Емцукадан вытащил. Мормышки нет моей? Не знаю, сейчас посмотрим. От лунки дальше уйди только. Нету. Смотри, на нем это. Все. Стоит, видишь, на нем эти Пиявки. пиявки. О, вон какие пиявки на нем. Подожди. Держи. Рот открой. Бесстыжий. Нету. Это... Нет, но все равно хорош, да? О, Мормышку уже загнул. мормышка загнулась. Сел аккумулятор. Вон, друзья. В общем, у нас короткий перекус. Поймали 1, 2, 3, 4. Санек вытащил здорово. 5, 6, 7. 7 харюзов поймали на этом месте. Перекусываем. Буквально сейчас, через секунду, этот аккумулятор сядет опять. Так что, скорее всего, уже включимся при подведении итогов на другую камеру. Потому что, все. Давайте выпьем, друзья, за рыбалку. Чтобы вам клевало... Я тебе налил, деваться некуда. Я попозже. Лучше, чем нам. Всем привет.
За ваше здоровье, друзья. И за наше тоже. Несмотря на лютый мороз, мы удовольствие сегодня получили. Поклевки увидели. Леску. Фу, ну вот, друзья, и мы наконец-то в избе. Морозы не дали нам толком ничего поснимать. Вернулись благополучно. Все, ну-ка двигайся. Сейчас покажем, сколько у нас температура. Температура у нас внутри помещения 12 градусов, а за бортом 32. Ну что, нормально, не жарко, не холодно. Так скажем, прохладненько. Фу, сегодня я шапку не забыл, так что все нормально. Сейчас немного отдышусь, немножко согреюсь и покажу, что мы поймали сегодня. Пока поднимались в эту горочку, утром вы сегодня видели, что гора эта довольно-таки высокая. Буксировщик сегодня оставили на реке, решили лишний раз не насиловать. Вот, поднялись, заодно согрелись, потому что сейчас уже немного оттаяли, так они как можно было хоть чечетку отбивать. 33 градуса. 33 градуса. Кое-что получилось заснять. Конечно, не все, что бы хотелось, но были поклевки сегодня. Был досадный обрыв лески. Мормышка ушла сегодня с хорошим харюзом. В общем, скоро вы все увидите наш сегодняшний улов. И потом самое приятное, самое желанное — это вечер в нашей уютной лесной избе за вкусным ужином, за чарочкой рыбацкого. Все впереди. Самое главное, все впереди. Главное, мы сегодня порыбачили. Что такое уставший? Подниматься — это вообще кошмар. Очень тяжело. Все устали. Но это, друзья, поверьте, это приятная усталость. Александр попивает Чайковского. Я тоже немного согрелся. Разложил рыбку. И сейчас мы пойдем посмотрим наш сегодняшний улов. Вот у нас готовится ужин. Брикет каши, солдатской каши перловой с мяском, свои консервы с собой брали, думали там согреем, в итоге у нас ничего не получилось. Не то, что не получилось, времени не хватило. Времени, да, и холодно. И пойдем посмотрим, Фух, прохладненько. Вот, чертова дюжина. 13 хорюсков. Порадовал, конечно, вот этот Санек выдернул сегодня. Красавца. И вот эти тоже нормально. Вчера сколько у нас? 10 было? Сколько у нас вчера было? Вчера сколько? 10 было? Да. Сегодня 13. 23 штуки у нас уже есть в наличии. Ну, если завтра столько же, и послезавтра это у нас будет 50 штук почти. Так что живем. Не в рыбе счастье. Счастье в рыбалке, правильно? Точно. Поклевки мы сегодня увидели. С хорюзами поборолись. Санек сегодня нас уделал по крупняку. Как я там показал? Вот, да. Так, ну а скоро мы будем кушать. Сегодня у нас микс. Да, сегодня у нас на ужин ассорти получается. Тут у нас перловая каша с медвежатиной. В одной куче корочка. Тут же. И тут же котлеты. И тут же каша гречневая. Все вместе перемешали, подогрели на печке. Ну вот это ты зря сделал, конечно. Это я только себе. Да? А котлеты еще. Это половина моя. Это, говорит, я только себе границу сделал. Это половина моя. Только себе. Это ты как попандопола, да? Это мне, это опять мне, это как всегда мне. Это снова мне. Все делим пополам. Тебе ам и мне ам-ам. Это, говорит, прикинь, два голодных сидят тоже, говорит, прикинь, как хорошо было, прикинь, вот сейчас много-много еды. Ты бы
я бы ам, ты бы ам, я бы ам, я бы ам, я бы ам. Тресь, ты чё? Много амкаешь. Мою долю сам колол. Ну давайте. Спасибо за рыбалку. Чтобы всем было ам и всем было дам. Всем по даме. Так, что просадилось? Шел второй По-любому. день рыбалки. Че, Скид, Нормально. за рыбалочку. У нас можно еще печеньки сделать. Знаешь, что сегодня мне? Я совершенно забыл. Почему у нас не клюет? Супруга-то мне сегодня трубочки-то испекла. И они у нас в ведре, и мы второй день и без трубочек. Сейчас. Я обязательно их достану. И с Чайковским мы сегодня трубочки-то сидим. Ёк-макарёк, точно, думаю, что. Помнишь, мы тогда с трубочками же все ходили раньше? И всегда клевало. А сейчас в последнее время все без трубочек, без трубочек. На этот раз супруга мне испекла трубочки и говорит, попробуй на этот раз приехать без рыбы. Точно, точно, точно. А я и как-то и это, все мимо ушей. Сейчас достану, покажу. Там-то не видно. Вон, друзья, смотрите, какая красота. Вафельные трубочки с вареной сгущенкой. Вот такая вот батарея. Супруга каждый раз. Спасибо Валентине Васильевне за такой вкусный презент. Раньше каждый раз, когда еду на рыбалку, у нас была традиция. Она достает электровафельницу и печет трубочки. Раньше постоянно, помнишь, да, как поедем, все, трубочки постоянно. Один раз мне когда Валя было, решали. Чайковский. Да, один раз поехали без трубочек и приехал без рыбы. А мы-то, в прошлый год не было рыбы, в этот год тоже не густо очень-то было. Теперь я понимаю, это все из-за того, что трубочек не было. Теперь трубочки есть. И она сказала, Валя сказала мне, попробуй на этот раз приехать без рыбы. А тут что, приезжаю с рыбалки там, ну, раз-раз и... Что в прошлый раз? Пожарили, мы это, голову отрезали, хвосты отрезали, голову, хвосты пожарили, это на малосолочку. Раз-два и быстренько разлетелось. Как сказать, не залеживается. А сейчас Ромка у меня здесь. Хариус такая рыба, да. Рома у меня дома, а Рома сейчас просольного любит, он вот эти 10 штук, 13 штук, он может за раз есть. Туда-сюда. Не хочу. Ну, вообще. Там и есть еще тоже малосолочка-то. Вчера даже не доели. Сегодня не стали засаливать, потому что зажрались. Зажрались. Где малосолка? А не то. Это не тот контейнер. Но сегодня она уже, наверное, уже солочка. Уже не то пальто. Да, и запах уже совершенно не тот. Конечно. Запах уже сутки прошли, сутки. И уже не запах свежепросольного хариуса, а запах соленой рыбы обычной. Вот именно вот этот свежак, вот только посолил, только сразу вот этот аромат исчезает, в течение суток уже исчезает. Когда она еще не успела просолиться, ну, сильно, Да, вот. сильно не успела просолиться, вот тогда... Все, вот это уже соленая рыба. Он даже хариусом не пахнет уже. А, Всё. нет, конечно. Аромат пропадает. Так. Вот смотрите. Есть две половинки, и есть один целый кусок. Давай, сейчас вообще ничего не будет. Чуть было не было. Давайте поделим поровну. Давай, мне хватит тоже. Мне тоже хватит. И мне хватит. Хлебушком можно там еще помакать. Ну вот на, макай. Так, салфетки сразу достанем, а то вчера туалетная Это бумага. влажные, да, там? Ну да. Были влажные. Сейчас, наверное, уже. Мороженое. Ну, высохли. Блин. Сухие уже, да? Да. Я, конечно, здесь. Чихуя. Так, что, пока руки не испачкали, давай по маленькой и приступим
Пусть она уже не мало солка, а уже нормально солка, но нормально. Так, где моя? Вот моя с оболочкой. А у вас полуоболочкой. Глухари сегодня не видели, но очень много волчьих следов. Просто, я уже вам показывал сегодня, идет волчий, лосиный след и сразу же за ним волк. И что интересно, лосиный старый, а волчий свежий. То есть, прикинь, они какие настырные, да, вот. Ну, найдет все равно его, конечно. Все равно. И знает ведь, в какую сторону пошел, да? Ну как нет? Ну как он знает? Вот запорошенный, да? Лосиный след. В какую сторону он пошел? Откуда он знает? Предполагает. Визуально смотрит, свежее, свежее становится, свежее, свежее. Если не прав, то обратно идет, да? Обратно пройдет. Я не знаю, как, но Ну, предполагаю. как-то же находят они. Наверное, когда посвежее, то уже по запаху, запах сильнее и сильнее становится. Вот настырные. На А чё? лёжках-то все равно запах, наверное, хороший. И вот они, наверное, приходят там, где спят, и быстренько раз перегрызли горло кому-то. На лёжках и, наверное, начинают, да, тихонько подкрадываются. Не, так-то не. Упором берут. А пока изматывают, наверное, пока силы заканчиваются. Твари, блин. Я бы вообще был за, если перебить вот эту серую живность. Это не санитары леса, это огромные вредители. Они просто уничтожают всю живность. По мне бы лучше больше лосей, чем волков. Что толку от этого волка? Никакого. Один вред только. Они уже на людей перебираются. Собак едят, людей едят, лосей едят. Какие это нафиг санитары, это вредители, блин. Не знаю. Оставил бы, наверное, несколько особей для зоопарка и нахрен все бы уничтожил бы. Будь моя воля. Нельзя. Нельзя, блин. Нельзя. Сейчас нельзя сделают, всех лосей передушат здесь в округе, блин. И уйдут. И уйдут. Ну, так и делают. Жрать будет нечего, и уйдут. Недавно супруге говорила там. Статью читал. Стая из 6 волков за год съедает порядка 30 лосей. Представляешь? 30 лосей, 6 волков. Получается, каждый волк по 5 лосей кушает. В год. А Конвашка рассказывал. Мы, говорит, пошли, смотрим, стадо пошло. И за ними стадо, ну, стая волков. Мы, говорит, тут же по следам пошли, свежие следы. Смотрим, лось. Задрали, дальше пошло. Второй, задрали, дальше пошли. То есть никто не доедает, остается. Они задрали лося. Поели? Нет, не поели, Они задушили. не поели. Все, и бросили. Они к нему вернутся потом. Второго задушили, бросили. Мы, говорит, дальше пошли. Дальше пошли, а потом что-то, то ли река, то ли чепушник оставили, говорит. Все, она дальше преследует эта стая. Мы, говорит, пошли, одного разделали, второго разделали. Свежак, только-только задрали. Они даже испортиться не успели. Ну, теплое мясо, говорит, талые туши. Они не едят, ну, загрызли одного и съели. Нет. Они пока есть возможность, душат. Потом они уже знают, там лось лежит, и потом они жируют там месяц, два, три. Они едят, вышибают всю стаю. Все стадо лосей. На, за этот. Закрой или что? Да, трубочки точно тебе так не доживут. Так туда-сюда их швыряет, блин. Нет, трубочки. Ну когда я ко мне одну трубочку? Я, кстати, Не вот дам, я тоже Опять хотел кинул, попросить одну хотя бы. Да, я тоже сижу, да когда уже будешь трубочки Чаем. трубочки кушать? Ладно. До чая они точно не доживут. Если Да. мы сейчас начнем пробовать, то... Да почему? Ну, сейчас... Нет, я смотрю, у меня самого слюни начали вытекать. Аппетитно выглядят, да? Да, я сейчас магазинные покупал, трубочки. А, это фигня. Вон. Что-то Вот, что-то мне не понравились они. Там, Какая там, красота. там этот, как его называют, сгущенка невкусная была. Опа. Мгм. Че спит? Мгм. Ладно. Шикарно. Обалденно. Спасибо, Валюш, тебе за трубочки, если смотришь. Если смотришь, она-то точно смотрит. Смотрит, но не сегодня, да? Да. Вообще. Ну, согласитесь, вот, что может быть лучше вот именно такого отдыха? Общение, природа, изба, река.
Почему мы с утра пораньше не уходим? Ну, вы смотрите сами. Вот сегодня аккумуляторы все сдохли от этого мара, ничего не выдерживает. Зачем себя насиловать, когда можно жить в удовольствии? Нормально выспались, нормально выехали. Даже никто не гонит, никто не заставляет. Мы не гонимся за большими уловами. Поймали немножко, хорошо. Почувствовали вкус, взяли кайф от этого. Отлично. Но в такой мороз, 32-33 градуса, просто находиться 7-8 часов на реке, это, ну, издевательство. Можно заболеть, можно... Зачем? Сколько смогли, столько смогли. Ждали вот когда? 28, да, мы сегодня выехали? Это уже не 35. Вот каждые 5 градусов это очень большая разница. Солнышко поднимается, начинает припекать и пригревает уже хорошо. А вот рано утром, когда солнца нету, это... Кто ходил на рыбалке такой мороз, тот, я думаю, нас поймет. Сейчас 33,4. Дома 28,5. Хорошо. Скоро весна. Вкусно. Сейчас кит. Завтра рыба просто будет обязана клевать с этими трубочками. Так, ну что. И по традиции 3 минуты на комментарии. Заскриненные комментарии. Повторяюсь, кто недавно на канале. Интернета здесь у нас нет. Все комментарии, которые я зачитываю, это я заранее выбираю, делаю скрин. И теперь я уже в избушке могу прочитать. Поехали. Сергей Шевченко. Привет, Геннадий, из Южного Казахстана, города Шымкент. На дворе стоит мороз, даже замерзает нос. Точно. На рыбалку, Геннадий, ты идешь, может, рыбку принесешь. Вот на Печору ты приходишь, лунки ты свои находишь. Долбишь крепкий лед, все имеет свой черед. Рыбку стоит подкормить, лишь потом ее ловить. Вот снасть ты, Геннадий, достаешь, тут натяжка. То мгновение ты, Геннадий, ждал, и 2 налимов с Печоры поймал. Хоть стоял тогда мороз, лов тебе, Геннадий, радости принес. Вот такой вот короткий стих от Сергея Шевченко. Ну, спасибо, брат. Ну, Прикольно. творческий подход. Спасибо за комментарий. Творческий. И привет. Поехали дальше. Александр Михайлов. Привет из Кирова. Геннадий, спасибо за отличные ролики. Все очень здорово. Особенно отдых с рыбацким напитком. Что мы сейчас и делаем. После трудового дня и рассказы с Григоричем. Ему большой привет. Александр. Александр Михайлов, привет и вам. Иван Григорьевич, я вам уже говорил вчера, пока предостерегается морозом, но скоро мы обязательно увидим его в кадре. Это у нас народ работящий. Сейчас просто построили так, 23 февраля, вот 3-4 дня, что мы можем выехать. Ну а потом народ будет трудиться, а нам что, пенсионерам? Катай сюда, катай сюда. Ну, я так думаю, выходные какие-нибудь еще как-нибудь дозабацаем по-любому. Поем как можем. Это аккаунт у Сергея. Сергей, не то, что он поет как может, а он, я бы сказал даже так, поет как хочет. Просто я все поражаюсь. Какая память у человека на слова. Он знает 1000 песен, и все знают. То есть он прочитал песню и тут же исполняет. На гитаре, а у них ансамбль, все такое. Я говорю, Серега, как так? Вот мне, чтобы сыграть песню, я даже, ну, если даже выучил, сыграл, мне надо заучить, как минимум. А не так, как он прочитал, не подглядывает ничего, так просто блин, и спел. Память хорошая. Ладно, нашей молодости там песни туда-сюда, которые он играет. Современные песни. Ну, все, любые песни, память у него феноменальная. И это так. Серега, привет. Привет, Геннадий, доброе утро. Это ты правильно предупредил о культурном и правильном употреблении алкоголя. Ты вчера не читал? А, нет, не читал. А, вон, кстати,
тебя касается комментарий. Александр Мельников спрашивает. Геннадий, кстати, а где Калина пропал? Вот он я здесь. Александр Мельников, вот он, пропащая душа, здесь сидит, поймал сегодня самого крупного хариуса. Он просто отлучался по делам, скажем так, да? Да, нам не было. Да. Поехали дальше. Так, тут у нас... Это не тут. Алексей Гнидь. Будешь на избе, передай привет Сане из Харькова. Спасибо, жду ответа. Саня из Харькова. Главное, ник Алексей, а тут Саня. Ну что, Саня из Харькова. Привет, огромный тебе. Привет передал. Жду от вас теперь тоже ответа. Почему вот Алексей Гнить, а тут Саня из Харькова? А, может, просто вы попросили передать Сане из Харькова? Ну, кому-то передать, Да. да. Ну, в любом случае, и тебе, Алексей, привет, и Сане из Харькова тоже привет. Андрей Бортников. О, привет, дружище. Доброго времени суток, Геннадий. С продажей кормильца. Ну, это как бы поздравлять это, продавать это, ну, ладно. С продажей зачитаю С сначала. одной потом стороны скажу. хорошо, с другой стороны плохо. Да, с продажи кормильца. Правда, ну все, комментарий сейчас, я просто не дочитал. Правда, не вовремя. Как же ты теперь будешь покорять просторы снежные? И какую модель приглядел, если не секрет? Андрюха, да, я немного не рассчитал, потому что продать снегоходную технику вне сезона, то есть летом, сложнее, чем во время сезона. Да, не вовремя, но так получилось, что... А человеку надо не летом и не весной, а именно сейчас. И да, мне надо тоже, если я заказал, опять же внести предоплату туда-сюда. Ну, есть и свои издержки. Продал, будь добр, 3-4 недели. Это если хорошо, если так. Ну, до 40 дней получается, как по договору. Ну, ничего страшного. Сходил пешком, сейчас вот приехал с ребятами. Я так думаю, что я, когда вернусь с этой рыбалки, все-таки ураган меня уже будет по электронной почте ждать меня. И мне останется только съездить и получить его. Как-то... А, какую модель приглядел? Да, конечно, это не секрет. Это ураган Сибирь. 600-я гусянка цельная. Длина 1,850 м вроде бы, если мне память не изменяет. Гусянка бобр. Грунтозацеп 3 сантиметра, 30 миллиметров. Ну, хороший. Я так думаю, хороший вездеход я взял, заказал. Пока еще не получил, конечно. В общем, как получу, вы это увидите одними из первых. Сразу же сделаем обзорчик, сразу же прокатимся и посмотрим, что и как. Рыбалка по-мужски. Да, Геныч, грустно. Рыбалка по-мужски — это друг мой Пашка Сынты, земляк с республики Коми, тоже имеет автор канала «Рыбалка по-мужски», это Павел, мы с ним были, да, общая совместная рыбалка у нас была, он приезжал ко мне в гости, ездили в заброшенную деревню, порыбачили, немного на удочку, немного на сетке, в общем, вот здесь вот будет ссылочка на канал Павла, заходите, смотрите, рыба там есть, это точно. Да, Геныч, грустно, столько трудов и ничего, почти ничего. Паш, но пустыми мы очень редко приезжаем, что-нибудь да все равно поймаем. И еще одна страница на сегодня и хватит. Руслан Исенбаев. Геннадий Геннадьевич, пришли привет, чтобы я мог знать, что услышал марийца. Я ему ответил, пришлю при случае, этот случай наступил. Руслан Исенбаев, огромный тебе привет от Коми Рыбака, от Коми Рыбаков. Привет. От нашей дружной компании, привет с рыбацкой избы, привет с лесной речки, привет 33,4 ниже 0 мороз. В общем, привет. И в избушке падает температура 20, было 28, сейчас 20. Я березу подкинул, нормально. 27,9. Ну, а остальные приветы Завтра. зачитаем завтра. Всем спасибо за внимание. День второй подошел к концу. Мы еще посидим, немножечко хряпнем. Карты поиграем. В карты поиграем.
трубочек покушаем. Вчера, кстати, мы поиграли, доброе дело взяли. Сегодня будем карты играть на то, что Не, ее трогать не будем. не будем. Не, сейчас ночью. Просто на щелбаны поиграем. Да сейчас. На чурку дров. А, точно, Дрова колоть дрова сегодня будем. Так что, друзья, встречаемся завтра. С поленницей дров, да? Дрова будут переколоты. И завтра расскажем, кто чаще всего оставался в дураках. Кто больше дров наколол? Вчера полный дурак был Санька. Каждый раз оставался. Всю избу обкидал. Шутка. Не верьте моим словам. Кстати, он ни разу не остался. Часть покидал Серега, часть покидал я, а он шулер. Все, друзья, до свидания. До завтра. Всем пока.